В сегодняшнем видео мы расскажем о новом конфликте между Таджикистаном и Киргизией. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в чем обвиняют соседи Таджикистан. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Кыргызстан и Таджикистан обменялись взаимными обвинениями по поводу строительства контрольно-пропускного пункта КПП на пограничной территории, которая едва не привело к очередному конфликту местных жителей и вынудила власть начать срочные переговоры. Кыргызстан и Таджикистан связывает историческая крепкая дружба, и сегодня нами были подтвержден настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-таджикского партнерства. Пресс-секретарь администрации таджикского города Исфары Игболь Ильзиёда заявил, что строительство КПП на дороге между Исфарой и Ворухом ведут кыргызстанцы, которые привезли сюда материалы и вагоны. Техническая составляющая этого конфликта – это самая опасная составляющая. Я думаю, что вот то, что сейчас молодые ребята из нашего и таджикского села вышли вот такими большими группами, это говорит о том, что в той среде всегда присутствует возможность возбуждения этих людей. То есть они уже настроены на это, чтобы по первому сигналу выйти и начинать противостояние. Таджикский источник в Исфаре сообщил, что КПП может вызвать проблемы с передвижением. Действия кыргызской стороны противоречат протоколу от 2014 года, который запрещает проведение каких бы то ни было строительных работ на спорных участках. Стороны должны прийти к взаимному согласию, отметил источник. Киргизские СМИ утверждают, что таджикистанцы начали работы одновременно в двух местах на спорной земле в Баткенской области у села Максат и в местности Жака-Орук, Торт-Кочо. Возле Жака-Орука собрались жители приграничных сел. Аким глава Лилейкского района Байрамут Бектурамутов настаивает, что инициатором строительства является таджикская сторона. Он отметил, что в его районе недовольные не собирались, а силовые структуры обеих стран продолжают нести усиленный вариант службы и продолжают переговоры. Надеемся, что конфликт скоро исчерпает себя, а стороны найдут общий язык. Но не стоит забывать о хорошем и хотим поздравить всех таджиков с открытием невероятной мечети, самой большой мечети в Центральной Азии. Первый камень в ее фундамент был заложен в октябре 2009 года. Проект уникального религиозного сооружения был подготовлен архитекторами из Таджикистана и Катара. Проект оценивается в $100 миллионов. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.